Sabah havesi rubrik sizlerni can yürekten selamlayız teleseyircilerimiz ve elbette biz de sizin sağlığınız hakkında düşündük ve bugünkü rubrikamızga meraklı ve acayip kadını hekimini davet ettik ve memnuniyetle men onu sizler için takdim ettim. Buyurunuz dostlar, Naile Hanım Yagyayeva. Selam aleyküm, hoş geldiniz rubrikamızga. Buyurunuz havemizge. Наиля Ханум, как вообще начинается ваше утро как у врача? Как вы посоветовали бы нашим телезрителям начинать свое утро в первую очередь? Начинается с завтрака, как обычно. Быстро собираемся и бежим на работу. Что мне советовать? Советовать всегда завтракать с утра надо, наверное, всем нашим землякам, нашим людям. Потому что все равно, как говорится, завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а за ужин отдай врагу. Поэтому завтракать нужно всегда. И, конечно же, хорошее настроение, правильно? Конечно, хорошее настроение должно быть. Даже если все плохо, надо улыбаться и радоваться тому, что есть солнце, есть день, есть работа. И хорошо, что надо утром быстренько собираться и бежать на эту работу. Наверное, действительно, позитив должен быть всегда. Тогда и болезни отступят, и легче будет смотреть на все проблемы жизни. Наиля Ханум, вы сейчас уже довольно-таки известный врач. А как это начиналось? С чего вы начали свою карьеру? Это было, возможно, в детстве, когда вы мечтали стать врачом, либо в старших классах, когда вы уже всерьез задумывались о выборе своей профессии, либо, возможно, у вас династия передается из поколения в поколение. Как это было? Скажу, что у меня мама медик, и поэтому в больнице я была с детства. Знаю, что это такое больница, что такое врач, что такое медики. Знаю изнутри. Но профессию свою, наверное, мою профессию мне помогла выбрать все-таки моя мама. Училась я хорошо, и поэтому мечты не было стать врачом. Я могла стать или врачом, или инженером, потому что я хорошо знала и математику, и гуманитарные науки. Поэтому то, что я стала врачом, больше сыграла роль моя мама. Наиля Ханум, по специальности вы врач-невропатолог, правильно? Почему вы выбрали именно эту стезю в своей жизни? Почему вы, например, не стали педиатром, либо терапевтом, либо кардиологом? Вы стали именно невропатологом. Как это было? Педиатрами становятся, когда поступают. Ты становишься, или ты поступаешь в педиатрический факультет, институт, или ты поступаешь на лечебный факультет, мединститут. Поэтому педиатром я сразу не собиралась быть никогда. Не знаю, поступала я на лечебный факультет. Невропатологом я стала еще на 4-м курсе, когда мы учились, у нас был, когда мы уже выбираем, непосредственно начинаются специальности, уже тогда мне понравилась неврология тем, что это более точная наука. Здесь нужно знать, здесь она близка к математике. Если ты знаешь схемы, если ты знаешь анатомию хорошо, ты легко будешь ставить диагнозы. Уже тогда мне понравилась неврология. Стала я невропатологом, начинала я участковым терапевтом, поэтому мне легче, наверное, это тоже очень важно, чтобы ты не сразу стал невропатологом, а, наверное, немножко поработал терапевтом, вообще врачом общего профиля. Потом, и поэтому, когда жила я в городе Черчике, и была такая ситуация, когда у нас не было невропатологов города, был большой дефицит. И, можно сказать, я сама предложила своему начальству, Давайте попробуем. Нет, предложила обучить местные кадры. И когда главврач мне сказал, а кто пойдет, ты пойдешь? Я сказала, да, я пойду учиться. И тогда в Ташкенте в 1987 году я проучилась 5 месяцев и уже с тех пор работаю врачом-невропатологом. Гузель. Наиля Ханум, что в себя включает профессия невропатолога? То есть сейчас на улице осень, да? Входя в какую-то осеннюю хандру и депрессию, может ли человек обратиться к невропатологу? Да, с наступлением осени, с наступлением зимы у нас, когда становится меньше солнечных дней, идет меньше вырабатывается вещество мелатонин. И в связи с этим тоже начинаются у людей такие состояния, так скажем, зимняя депрессия. И что нужно посоветовать? Посоветовать больше быть на улице, на солнце,
как бы больше гулять. И вообще знать, что это все-таки временно, с наступлением весны у нас все это будет проходить. Наиля Ханум, Конфуций в свое время говорил о том, что нужно выбрать профессию, которую ты любишь. Только полюбив свою профессию, ты ни дня не будешь работать, а будешь получать удовольствие от этого. Работали ли вы? Зададим вопрос в таком уровне. Я поняла, наверное, именно как и сказал Конфуций, так у меня и получается. Честно скажу, что я люблю свою работу, несмотря ни на что. Приходя вот на работу, я забываю о всех своих проблемах, невзгодах, что у меня там бытовых каких-то проблемах и вообще жизненных. Я работаю. Когда рабочий день кончается, я, честно говоря, расстраиваюсь, потому что я опять возвращаюсь к своим проблемам. Мне хорошо на работе. Я люблю свою работу. Ваша работа связана с общением с людьми. То есть каждый день вам приходят люди с, возможно, какой-то своей историей, возможно, с какими-то своими переживаниями. И как вы это воспринимаете? Не переносите ли через себя какую-то жизненную, возможно, ситуацию вашего пациента? Конечно, без этого все болезни возникают, можно сказать, вообще есть такой вот же народный девиз, что все болезни от нервов. И, естественно, люди приходят к нам с какими-то болезнями, с какими-то состояниями, и, скорее всего, это связано именно с их жизненной ситуацией, с какими-то социальными неустройствами, проблемами. Конечно, мы какие-то невзгоды, несчастья, но мы, наверное, уже с годами ты учишься. Ну, если все это через себя пропускать, как бы жить их жизнью, конечно, будет очень тяжело. Но иногда и бывает, что ты переживаешь за каких-то больных, и приходя домой, даже продолжаешь думать об этом, прокручивать, как пленку весь свой рабочий день. И, наверное, все-таки как-то живешь этой жизнью, их проблемами тоже. Остановились ли ваши пациенты вашими друзьями? Ну да, можно сказать, что за 36 лет работы есть такие пациенты, которые уже больше, чем пациенты. Они могут как бы и позвонить в любой момент, спросить, что делать, как делать. И даже бывает, что не мои болезни, не нервные, простуды, воспаление легких, они звонят, спрашивают, что им делать. Иногда я удивляюсь, но всегда стараюсь помочь, чем могу. Наиля Ханум, хотела задать вам вопрос по поводу, не жалеете ли вы о выборе своей профессии, но в ходе беседы поняла, что не жалеете, потому что вы ее любите и полностью своей душой и сердцем отдаетесь ей. А что бы вы посоветовали нашим телезрителям, которые только стоят на пути выбора профессии? Ну, это, наверное, молодые будут ребята. Ну, очень хорошо подумать, прежде чем идти. Ну, я желаю, чтобы они выбрали такую профессию, чтобы она была в удовольствие, а не в тягость. Потому что когда ты... Просто можно заболеть, если ты занимаешься не тем, чем хочешь. И больным, всем нашим землякам, людям, народу нашему, я желаю, чтобы им всегда встречались только специалисты, настоящие профессионалы, и которые не безразличны к своему пациентам, к своей работе. Чох сагонус, Наиля Ханум, за то, что вы пришли к нам, за то, что вы посетили нашу рубрику, рассказали о секретах своего успеха, поделились своим опытом, и за то, что вы уже на протяжении стольких лет дарите здоровье нашим соотечественникам. Чох сагонус. Иште достлар, тамам бойлейке тишатында бізім субетіміз кечті, бөзісе құқылу хавелерімізні ичіп, әлбетеке саба программамызны бақмаға теклиф етеміз.